Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект «Испытано на себе» находится в оздоровительном центре Канти. И говорить мы сегодня будем о вечной молодости и красоте. Первым делом мы отправляемся в кабинет мануального терапевта. И не просто так. Ведь сегодня часть нашей программы мы посвятим здоровью позвоночника. И я в первую очередь очень интересуюсь этой темой, потому что сидячий образ жизни дает о себе знать. И порой я ощущаю боли в спине. Вот как от этого избавиться, узнаем сейчас. Знакомьтесь, это Петр Иванович, один из самых опытных сотрудников Канти. Петр Иванович у нас мануальный терапевт, и помимо этого еще у вас есть очень интересная профессия, это... Рефлексотерапия. Это уже отдельная история, да? Мы сегодня будем говорить о кинезотерапии. Что же это такое, да? Вот что это за кушетка и что сегодня будем делать? Ну, вот основная проблема нашего века – это гиподинамия, и кроме того, это остеохондроз позвоночника. Она почему возникает? Она возникает из-за того, что вот у нас постоянно идет компрессия. Все мы стоим или сидим, и в это время идет компрессия межпозвоночных дисков. И вот сплющивание этих межпозвоночных дисков, и дальше проходит это протрузия. Вот протрузия – это вот выпячивание межпозвоночных дисков, и она начинает сдавливать нервы, наши нервы. И вот отсюда вот возникает боли в спине. А хуже всего, когда вот возникает грыжа. Вот она вот когда сильно выскакивает, это уже грыжа будет. И это уже большая проблема. И тут самый главный помощник – это вот вытяжка. Вытяжка происходит там собственным весом, и когда вот идет растяжка, там это пассивно-активная вытяжка получается. Если человек сильно не работает, а его вот пассивно вытягивает. Во время вытяжки можно делать и мануальную терапию, и массажные приемы применять. То есть совместить можно, да? Совместить можно. И тогда возможности получается гораздо больше. Когда вот просто вот человек на кушетке работает, а тут она двигающая кушетка. Итак, дорогие друзья, мы не будем больше говорить о теории, перейдем к практической части. И я доверюсь профессионалу, ну а дальше увидим, что из этого получится. Испытано на себе. Наиболее частой проблемой бывает вот поясничный отдел и вот шейно-грудной отдел. Вот эти два отдела, они наиболее часто люди страдают. Поэтому мы для сегодняшнего показа выберем поясничный отдел. Вот сюда садитесь и вот ложитесь в сторону, вот так. Вот. Сейчас я ставлю вот на тройку, нажимаю пульс, и вот она уже Мамочки. Так, подождите. Все, я понимаю, как она работает. То есть оно... Мамочки, это такие непередаваемые ощущения. Сначала было страшно, сейчас понятно, как это работает. бывает. Нет, вот, кстати говоря, из-за этих плавных движений не чувствуешь прям какой-то особой физической нагрузки, а даже вот какой-то момент релаксации. Ну, лежишь и лежишь, да? Да, и приятное релаксация. подтягивание такое. Можно даже, наверное, и поспать в процессе. Ну вот сейчас начну повышать частоту немножко. То есть я как спортсменка. Ой, Вот частоту чуть повысил. ой, быстрее стало, да? Да, быстрее стало. Сейчас комбинированное воздействие будем оказывать. Кроме вот вытяжки, эта вытяжка как бы опорно-двигательного аппарата, как бы вот мышц, в основном мышцы и суставы работают, да? Сейчас на внутренние органы тоже воздействие окажем. Вот во время вытяжки вот дополнительно давление оказывает, и вот это давление, вот, аппарат двигаясь, она усиливает вот это давление постепенно и вот регулирует вот растяжку, расслабление внутренних органов. Это уже вот больше расслабляет и растягивает внутренние органы. Кроме того, можно вот плечи, вот, особенно у людей напрягаются плечевые мускулатуры. Да. Массаж, например, проводят шейно-грудного отдела. Да? И вот дополнительное вот вытяжение мышц шейно-грудного отдела и тут ритмичное вот такое вот
вытяжка, и эту вытяжку мы дополнительно вот О, повышаем, это приятно. повышаем руками. Ну вот это сочетание вот массажных приемов и вот аппаратных приемов. Да. И сейчас вот следующая вот дополнительная вытяжка, растяжку, будем повышать растяжку вот руками. Вот фиксируем ноги, и вот аппарат вытягивает, и уже на поясничный отдел нагрузка подается в большей степени. Да, ощущается сразу, да. Вот вы держите ноги, подтягиваете в ту сторону, а я это ощущаю в пояснице. Вот когда вот аппарат вытягивает, в этот момент фиксирую, и вот аппарат сам вытягивает. А, это вы меня просто фиксируете на Да, месте, а фиксирую ногу. тянет меня аппарат. Да, Чтобы аппарат я не тянет. ползала туда-сюда, да? Да. По кушетке. Вот вы только руками там фиксируете вот вытяжку, а тут уже плюс за ноги Да. фиксируем. Вот. Убираю ручки, да? Встаю. Ой, итак, делимся эмоциями. Ну, смотрите, хочется расправить крылья, как будто вот так сделать для начала, да? Ощущения, ну, сразу скажу, ощущения, ну, только позитивные, только хорошие. Первым делом, конечно, хочется вот выпрямиться, да, осанку сделать прямую, да, и почему-то захотелось не только поясничный отдел сделать уже, а уже и шейно-воротниковый. Хочется, чтобы этот аппарат, чудо-аппарат, и профессионал, мастер своего дела сделал вот полностью всю спину, шею, и чтобы я потом отсюда прям порхала и убегала, да. Ну а в целом процедура прекраснейшая, и, собственно, эффект виден сразу, а это немаловажно. Так, ложитесь на живот. Так, сюда лицом, да, вниз? Да. Так, у меня сейчас макияж есть потечет, ну ладно. Функция аппарата. Максимально сейчас будет? Да, сейчас максимально идет. Это в сгибательном положении человек больше, и поэтому вот в этом положении уже можно комбинировать, в общем, можно комбинировать мануальную терапию или там массажные приемы вот с этой аппаратной работой. На минимальной амплитуде уменьшил и вот окончательную доработку сделаю там на минимальной амплитуде. Подводим итог. Уникальный аппарат, золотые руки мануального терапевта, а итог лишь один – здоровая спина. Испытано на себе. Оздоровительный центр Канти ведет свою деятельность с 2006 года. В следующем году нам будет уже 20 лет. У нас работают очень опытные профессионалы своего дела. Это и врачи, рефлексотерапевт, мануальные терапевты, остеопат, массажисты и средний медицинский персонал. Мы работаем в двух больших сферах. Это косметология и восстановительное лечение. Восстановительное лечение – это работа с опорно-двигательным аппаратом. К нам в основном обращаются с проблемами позвоночника, немедикаментозного лечения мышечных болей и так далее. Косметология представлена обширным перечнем услуг по эстетической коррекции недостатков, также омолаживающих процедур и коррекции фигуры и снижения веса. За долгие годы работы мы обслужили более 20 тысяч клиентов. И в центре нашей деятельности стоит именно индивидуальный подход к клиенту. И слоган Канти, он так и переводится: «Забота о душе и теле». Испытано на себе. С кабинета мануального терапевта мы переместились в кабинет косметолога. Ведь именно здесь, в Канти, косметологии уделяют огромное внимание. И рядом со мной находится Анастасия Владимировна, опытный косметолог. Здравствуйте. Здравствуйте. И вот какую же процедуру сегодня мы с вами попробуем сделать?
Мы сегодня с вами проведем процедуру сочетанную, то есть мы будем воздействовать методом фотодинамической терапии на кожу лица и параллельно с этим проведем процедуру прессотерапии с целью улучшить крово-лимфоотток из тканей, в частности с нижних конечностей, и тем самым усилить эффект от самой фотодинамической терапии. То есть, по сути, это такой дополнительный, да, момент, вот эта прессотерапия, да? Это вот эти ботиночки, условно, да? Как работает все? Значит, вы укладываетесь, ножички свои засовываете в эти штанишки, я вас закрываю, застегиваю, и мы включаем аппарат. Аппарат будет поочередно нагнетать давление по разным отсекам, и, ну, заданный по программе, да, нашем направлении, и мы уже будем убирать отечность, стимулировать крово-лимфообращение и вот таким вот образом. Сама процедура фотодинамической терапии берет свои истоки из онкологии, то есть она применялась для лечения раковых, предраковых заболеваний кожи, но с появлением современных фотосенсибилизаторов процедура активно внедрилась в современную косметологию. С какой целью? С целью омоложения, с целью улучшения цвета лица, борьбы с гиперпигментацией, борьбы с акне, борьбы с розацией, борьбы с такими хроническими дерматозами, как экзема, псориаз, состояние купероза, то есть все, что беспокоит чаще всего пациентов, мы можем откорректировать с помощью данной процедуры. Ну, какое-то чудо. Чудо-средство, как будто бы от всех бед с кожей, да? Да, тут главное понимать, что по сути это клеточный детокс, да, то есть мы ваши клеточки маркируем с помощью специального фотосенсибилизатора, который их захватывает, они распадаются и выводятся через нашу лимфатическую систему. Конечно, эта процедура требует курсового применения, это не за один раз чудо не происходит, но пациенты отмечают, что даже после одной процедуры улучшается цвет лица, кожа становится более гладкой, живой, сияющей, ну и более узкие поры. То есть, Анастасия Владимировна, можно ли сказать, да, что вот пройдя эту процедуру, получается, здесь лицо у нас молодеет, а здесь у нас отдыхаем, релаксируем и выводим лишнюю жидкость. Правильно? Это одна из самых любимых процедур для релаксации у нас в центре. То есть одновременно и отдыхаешь, и получаешь эффект на лицо. Омоложение. Да. Ну что, давайте уже приступим, покажем, расскажем, ну и поделимся эмоциями. Испытано на себе. Итак, Анастасия Владимировна, я должна ощущать давление, да? Да, давление. Должна ли я как-то реагировать на него? Допустим, вдруг мне больно или много? Да, я обычно нахожусь рядом с пациентом, уточняющие вопросы задаю, не сильно ли давит. Если человек говорит, ну, что-то вообще легко, я просто беру и прибавляю. Обычно это в диапазоне 40 миллиметров. Вот так. Обычно на 40 оставляем. Это среднее давление, которое помогает дать хороший терапевтический эффект. Итак, я ощущаю уже сдавливание в районе стоп. Пока все. Постепенно давление будет перемещаться по разным отсекам, в том числе в области живота тоже. И сколько длится подобная примерно процедура? Вот ты лег, сколько минут ты лежишь? Зависит от программы. Здесь от 30 до 60 минут. Потому что мы можем делать как по программе коррекции варикозных заболеваний, да, нижних конечностей, профилактика, так и для снятия именно липоотека для тех, кто худеет. Есть отдельная программа антицеллюлитная. Даже и это спасает. Все есть. Еще одно чудо-средство спасения от всех бед. Также эту процедуру любят кто? Кто не любит ходить на массаж. Ну, не всем людям нравятся какие-то тактильные моменты, да? Кто-то стесняется или еще чего-то. А здесь очень удобно, комфортно, дает тот же эффект лимфодренажного массажа, только с помощью аппарата. И по сути не надо лежать, там, мучиться, страдать. Ты лежишь и лежишь. За тебя все делает аппарат, да? Да. Так, хорошо. Ну вот переходит уже в зону икроножных мышц, да, уже чувствую там. То есть она и так и будет работать. Надувается, сдувается, надувается, сдувается, надувается, сдувается. Да, работа с клапанным аппаратом вен, чтобы у вас легче было ногам, профилактика венозного расширения. Процедура очень полезная. Конечно, имеются противопоказания, то есть это и уже тромбозы глубоких вен, грубые, ну, более высокие степени, да, хронической варикозной болезни, 3-4 уже все-таки стараемся не принимать. Онкозаболевания, ну, различные трофические язвы, конечно, но это уже пациент должен быть обследованным.
что когда люди приходят с какими-то заболеваниями на данную процедуру, они, как правило, консультируются уже заранее у своего лечащего ангиохирурга. Ну, то есть, в принципе, процедура, она у нас не нанесет большого урона, если ты относительно здоровый человек. Конечно, да. Все во благо здесь. Да, это будет очень полезно для всех нас. Процедура прессотерапии в нашей клинике проводится в качестве бонуса для тех пациентов, кто получает процедуру фотодинамической терапии курсом при приобретении абонемента. Сейчас мы начнем подготавливать кожу к процедуре фотодинамической терапии. Я буду параллельно рассказывать, как все происходит, что и зачем, как мы делаем. Для начала очищаем кожу от макияжа с помощью мицеллярной воды. Ну, в нашем случае это мицеллярное желе. При прохождении процедуры курсом мы получаем эффект устранения старых синильных клеток. Тем самым мы стимулируем процессы омоложения, стимулируем рост новых молодых клеток, стимулируем наш коллагеногенез. Кожа становится более увлажненной, более эластичной, более плотной. Сокращаются поры, проявление купероза, то есть вот эти самые красные точечки, с которыми все борются, будет менее заметен. У людей с проблемой гиперпигментации также будет менее заметны пигментные пятна. Люди, которые часто страдают, например, герпетическими заболеваниями по типу герпес-вирусной инфекции в области губ, тоже заметят, что намного реже стали появляться подобные высыпания. Первым этапом мы после снятия макияжа очищаем кожу специальным гелем. Он будет убирать мертвые роговые клетки с поверхности кожи с очень приятным запахом. А с какого возраста уже можно делать подобные процедуры? А здесь зависит от проблемы. То есть пациенты, допустим, с той же акне к нам ходят даже, я принимаю с 16 лет. Можно проводить. Любая медицинская процедура, косметологическая, как правило, конечно, по достижении 18 лет проводится. Но в редких случаях можно и Да. 16, да? Когда есть действительно серьезные проблемы с кожей, мы должны более активно полечить. Ну, пока, кроме как приятных ощущений от рук косметолога, не испытываешь ничего. Но прессотерапия продолжает работать, про нее уже немножечко даже подзабыла я. Уже такое ощущение, что я в этих штанишках как будто и пришла сюда, собственно, да? То есть вот работает пресс и работает. Да. Уже приятные эмоции ощущаешь на лице. То есть поэтому, наверное, эти процедуры удобно делать в комплексе, да, потому что и тут полная релаксация, и здесь. Да, как правило, даже люди успевают немножко вздремнуть. Вздремнуть, да. Потому что на процедуре фотодинамической терапии мы еще закрываем глаза защитными очками. Человек погружается в темноту, шумит аппарат. И все это действует очень расслабляюще на нашу психическую систему. Антистресс такой, да? Да. Но вы сказали, что ваши пациенты зачастую видят результат уже после первой процедуры, да? Да. Ну а в целом курсом лучше брать, да? Соответственно, курс это сколько процедур? У нас есть программа на 4, на 6 и на 8 сеансов. Ну, в идеале, наверное, сделать 8, В правильно? идеале 8, конечно, да, потому что тогда мы видим очень хороший, пролонгированный, что важно, то есть более длительный эффект. На данном этапе я наношу фотосенсибилизирующий гель. Что это такое? Это гель, который маркирует, отмечает, да, другим языком, наши провинившиеся клетки, так скажем, которые не выполняют уже свои функции или несут в себе какие-то поломки, какую-то плохую информацию. И при воздействии уже активным светом они, промаркированные, будучи уже вот этим гелем, будут выводиться из организма. И здесь очень важен эффект прессотерапии, потому что на этом этапе выведения
клеток, мы за счет прессотерапии этот процесс и ускоряем. Испытано на себе. Аппарат сам переключается в зависимости от программы на нужный свет по истечении заданного времени. А если, допустим, сравнить эту процедуру с какими-то другими, возможно, которые были раньше, да, или же, допустим, которые есть сейчас на рынке, можно ли как-то сказать, что это какой-то симбиоз, может быть, это ускоренный вариант каких-то процедур, которые были раньше? Если, допустим, вот девушки уже часто ходят к косметологу и вот могли бы провести такую параллель. Если раньше мы лечили, к примеру, акне, да, различных форм и тяжестей, с помощью пилингов, каких-то уходовых процедур. Сейчас мы чаще, гораздо чаще принимаем пациентов именно на фотодинамическую терапию. Она позволяет гораздо быстрее убрать воспалительный процесс с кожи, очистить ее, ускорить заживление, чтобы не было следов постакне, например. Пациенты с розацией очень хорошо на этой процедуре идут лучше, чем на, допустим, тех же уходах, да, против розации. То есть, да, данный вид методики, он более активный, он более, скажем, такой современный, более умный, что ли, да, для коррекции разных состояний. Очень хорошо процедура когда человек обратился к косметологу впервые уже в очень почтенном, да, возрасте, потому что нам нужно, конечно, кожу очень активно простимулировать и без агрессии, что немаловажно. Поэтому этот вид процедур очень полезен для возрастных пациентов. Процедура пресс-терапии у нас также завершилась. Мы должны освободить, так скажем, нашего дорогого гостя. Расстегиваем ручки. Вы можете вставать. Вот. Подведя итог, что можно сказать про эти две уникальные процедуры? Но это все достаточно просто, достаточно быстро, безболезненно, ну а самое главное – эффективно. То есть молодеть, худеть, стройнеть можно в любое время. Главное было бы желание. Испытано на себе. Ну и сейчас мы находимся в кабинете у еще одного косметолога оздоровительного центра «Канти». Знакомьтесь, это Шушана Самвеловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, зачем, собственно, к вам сегодня я могу прийти и какую услугу получить у вас? Мы сегодня будем проводить самую топовую процедуру в косметологии, которая дает безоперационную подтяжку на аппарате. То есть это щадящая альтернатива хирургии. То есть если пациент еще не готов обратиться к хирургу, но его беспокоит опущение тканей, лишние объемы на лице, то мы можем предложить такую альтернативу. Ну, про смаз-лифтинг, я думаю, слышали многие наши телезрители, да, но достаточно спорная история, потому что кто-то говорит о том, что это вот подтянется так, что ты себя потом не узнаешь, да, а кто-то говорит, что когда эффект закончится, все вот наоборот обратно опустится, еще, знаете, с геометрической прогрессией все это начнет падать вниз. Вот развеем этот миф. И не то, и не другое неправда. То есть это действительно не натянет ткани до предела, как это делают хирурги, да, это только улучшит контур лица, уменьшит объемы, второй подбородок, может помочь с нависшим веком в мягкой степени. И слова о том, что после процедуры, после прохождения эффекта все пройдет и станет хуже, тоже неправда. То есть мы на какую-то степень отводим время назад, да, но с этой точки оно будет идти так же планомерно, как и шло. То есть
радикальных ухудшений не будет. Не будет. Так, хорошо, это уже опять про то же самое, да, момент того, что можно вернуться к исходному состоянию, с которым ты пришел к косметологу, да, то есть это не та процедура, о которой можно потом пожалеть, собственно, Нет. да? Конечно, любая процедура в косметологии, она должна быть подобрана правильно. Да? То есть смаз-лифтинг – это тоже не та процедура, которую можно будет делать всем подряд или делать в первую очередь. Поэтому важно прийти к врачу, да, рассказать о своих жалобах по поводу лица, да, и уже тогда определиться, она подходит вам или не подходит. Ну, собственно, в современном мире надо идти в ногу со временем, поэтому я думаю, смаз-лифтинг у профессионалов, он будет в плюс все-таки. Да, вот здесь очень важный момент, потому что косметология сейчас развивается очень активно и не всегда в правильную сторону, да. Что касаемо смаз-лифтинга, очень много аппаратов ненадлежащего качества, которые не имеют сертификацию на территории России, и большинство негативных отзывов могут быть связаны именно с этим. То есть процедура проводится на китайских поддельных аппаратах, да? Или даже проводится на хороших аппаратах, но не с правильными параметрами, с неправильными насадками. То есть очень много моментов, которые могут вот давать негативные отзывы. Да, то есть поэтому, если вдруг вы где-то прочитали негативный отзыв, то, скорее всего, это просто лишь из-за некачественного аппарата, правильно? А зачастую про смаз-лифтинг плохого не должны писать нигде. Ну, в большинстве случаев, конечно, нет. Да. Ну хорошо, с чего все начинается? Ну, начинается все со сбора жалоб. Все-таки важно понять, чего хочет пациент, удовлетворит ли его эта процедура, понять, нет ли противопоказаний, составить протокол, сфотографировать пациента и уже потом приступать к процедуре. Угу. Хорошо, но вот я испытать должна, так как наша программа называется «Испытай на себе», все вот поэтапно. Ну, для начала, наверное, про те самые жалобы, да, ну, со своим возрастом я могу сказать, что, конечно, все потихонечку обвисает, появляются лишние объемы, отечность, ну и, собственно, синяки под глазами. Мне к вам? В какой-то степени да. Испытано на себе. В принципе, у вас изменения умеренные, то есть не могу сказать, что стадия серьезная. Здесь тоже это не тот объем, который прям большой, да, это нормальный. Единственное, вот что может влиять, да, на опущение еще положение тела. А вот То когда есть я так осанка, сижу, да. Ага. Поэтому тут как бы просто жировая ткань, которую нужно будет укреплять. Да? Здесь возможно немножко уменьшить, да, формирование брыли и укрепить вот связочный аппарат здесь, чтобы у нас был небольшой эффект натяжения. За счет этого здесь тоже у нас все улучшается. Так, теперь давайте мы вас будем фотографировать. Фотографирование – это обязательный момент процедуры, потому что эффект мы оцениваем не сразу, а спустя 2-3 месяца, первичный. Как бы каждый день, смотря в зеркало, человек может его и не заметить, тем более специалист, потому что лиц много, и для этого нам нужен фотопротокол. Вы смотрите прямо в камеру, можно без улыбки, спокойно лицо. Угу. Теперь также смотрите прямо, я вас сфотографирую с полуоборота. И теперь вы встаете полностью боком в одну сторону, ножки вместе. Голову сильно не задирайте. И в другую сторону. Угу. Все, хорошо. Так, теперь мы будем охватывать зону подчелюстную, среднюю и нижнюю треть. То есть, когда пациент приходит и говорит, что я хочу подтянуть лицо, мы не можем воздействовать, например, только на брыли, да, или только на среднюю треть. Мы должны захватывать весь комплекс лица для того, чтобы поработать со всем связочным аппаратом. Это важный момент. Да? Это, конечно, сказывается там, на цене процедуры, но имеет значение клинически. И сегодня мы с вами также будем прорабатывать все эти 3 зоны. То есть смаз-лифтинг – это не процедура, когда она идет вот полностью на все лицо, то есть зонирование тоже существует? Именно такое. То есть мы можем отделить глаза, да, от остального лица, мы можем отделить шею,
Второй подбородок, если он очень объемный. Но когда вот пациент приходит и жалуется только на носогубную складку, обработать этот участок только мы не можем. Да, нам нужно работать со всем лицом. Ну, то есть подтянуть можно лицо, улучшить овал, контур лица, да, а с глазками морщинки разглаживаются при смаз-лифтинге? Морщины разглаживаются, но тут как бы есть несколько моментов. Морщины вокруг глаз это мимические в большинстве случаев, то есть здесь нужны дополнительные процедуры, такие как ботулинотерапия или инъекционные процедуры, которые будут дополнительно укреплять кожу. Аппаратом мы также можем работать и на тело, то есть у него есть очень много насадок, которые позволяют уменьшать объем жировой ткани. Живот, бока, руки, галифе, много участков. Дряблая кожа над коленками, то есть запросов может быть очень много. То есть, когда мы говорим о том, что смаз-лифтинг это лишь про лицо, на самом деле нет, можно проработать любую зону на своем теле. Это зависит от аппаратов. На данный момент у нас в клинике стоит ультраформер MPT. Это аппарат смаз-лифтинга последнего поколения, самый передовой, можно так сказать, да, и у него очень много возможностей. Помимо описанного, мы можем работать также и с молодыми пациентами, когда вот, нет пока каких-то изменений, да, с птозом, но хочется улучшить качество кожи, сделать безинъекционную биоревитализацию, то есть здесь еще отдельная процедура MPT-тонинг. То есть говорить можно бесконечно. Еще один, да, у нас уникальный аппарат, вот это, да, потому что, как вы говорите, можно сделать все с ним, да, и в профилактических целях, и уже конкретно в какой-то терапевтической истории, да. Но самое главное, что это все безоперационно, правильно? То есть... Да, это воздействие ультразвука. Это высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук. То есть он дает нагрев в определенной глубине, в определенную маленькую точку. Расчет идет в линиях, да, то есть каждая линия состоит из вот этих мелких точек, то есть лицо внутри, оно как бы вот так вот сжимается в этих точках, при этом на поверхности мы не видим каких-то шелушений, корок, единственное, конечно, сразу после процедуры может быть покраснение, да, местами возможны синяки, но если это близко сосуды находятся, какая-то мышечная боль, как будто лицо натренированное, но это не выбивает вас из вашей жизни. То есть вы спокойно после процедуры можете идти дальше. Как говорится, забежала в обеденный перерыв, сделала смаз-лифтинг и побежала дальше. Повторять через сколько нужно уже? Эффект сколько будет держаться? Во-первых, эффект он нарастающий. То есть сразу после процедуры у нас есть реабилитация, невидимая окружающим, но ощутимая вам. Она может длиться до месяца. Вот вышеперечисленные, да, симптомы. Первый результат мы оцениваем через 2-3 месяца, но он дальше дорастает до полугода еще. Потом он не резко спадает, то есть эти изменения проходят плавно. Повторить процедуру вы можете через год-полтора. В среднем у нас пациенты через 1,5 года повторяют. Если мы говорим про объемное лицо, мы можем повторять через полгода при необходимости. Ну что, мы уже тогда приступим, да, к процедуре, а то говорить мы можем очень много и долго, уже лучше покажем все, да? Испытано на себе. Замечательно. Необычно, конечно, все это дело, но сейчас вот чуть-чуть жжение местами есть. Причем в каких-то местах ощущаешь больше вот эти иголочки, которые вы говорили, условные, да, а в каких-то местах нет. Это с чем связано? Это связано с нервными окончаниями. То есть у нас в лице очень много нервных окончаний, где-то их площадь больше, где-то меньше, поэтому и ощущения могут быть разные в разных участках.
Так, работу с этой насадкой мы закончили. Теперь в этой же зоне мы переходим на насадку 3.0, 3 мм. Это работа с жировой тканью. Здесь она у нас выражена не сильно, нам нужно ее укрепить. Поэтому параметры у нас будут такие стандартные. Ощущения тоже будут спокойные, я бы сказала. Здесь мы выставляем количество линий, потому что аппарат работает очень быстро, чтобы успевать за ним. Успевать, да. Мгм. Вот это у нас уже другой режим, может разницу почувствовать Да, в звуке, как в звуке, так и в ощущениях. Да. То есть это режим нормал, то есть когда нам не нужно с какими-то лишними объемами работать, нам нужно укреплять, сохранять то, что мы имеем. Теперь в этой же зоне мы переходим на работу с кожей. Это насадка 1,5 мм. То есть, чтобы со всеми изменениями жировой ткани, слоя кожи у нас тоже сокращалась и в ней происходило коллагенообразование. Ощущается. Ощущается. Мгм. Останавливаемся. Так, здесь уже Ощущений побольше. ощущение побольше. Здесь ощущений побольше, потому что порой даже отдавала в зубы. Но красота требует жертв, поэтому хотим быть красивыми, можно и потерпеть. Боль, она такая, знаете, товарищи, терпимая, но ощутимая. Переходим уже на вторую насадку. Это работа с жировой тканью. Здесь мы будем делать акценты на нижней части лица, чтобы скорректировать брыли. И сохранять объемы верхней части. У меня такое ощущение, что у меня уже лицо подтянулось. Я, конечно, понимаю все, что это эффект будет позже, но просто от того, что с тобой работает косметолог, вот эти все давления, вот эти направления, все уже ощущение такое, что все встало на какое-то другое место, там, где оно и должно было быть. Ну и, конечно, болевое ощущение, оно проходит, а потом остается приятно, потому что как будто бы ощущение некого массажа на лицо все равно получаешь. По идее, да, вот когда мы прорабатываем одну сторону, мы, в принципе, можем сравнивать. Но Да. у некоторых людей так быстро нарастает вот эта припухлость, да, что искажается. Поэтому и говорим, что как бы оценивать результат лучше через 2-3 месяца. Испытано на себе. Шан Савеловна, завершилась наша процедура, да? А какие-то показания после этого должны быть? Ну, вот помимо того, что надо избегать
солнышка и теплых помещений. Да, избегаем дополнительного нагрева. Если вы занимаетесь спортом, интенсивные нагрузки тоже лучше исключить на 2-3 дня. И в целом, учитывая, что процедура у нас с эффектом, который нарастает долго, все это время лучше следить за состоянием здоровья, да, то есть избегать каких-то заболеваний, да, контролировать свое питание, чтобы оно было сбалансированное по белку, по жирам, по сложным углеводам. Если вы чувствуете, что не доедаете белок, возможно, требуется применение коллагена, да, коллагеновых добавок, это будет усиливать эффект, да, будет служить строительным материалом для вот коллагенообразования в коже. Также для того, чтобы эффект усиливался, мы можем рекомендовать процедуры дополнительные, но это минимум через месяц. То есть обычно хорошо работает в комплексе с биоревитализацией, когда мы насыщаем кожу гиалуроновой кислотой, да, и активируем свои клетки. В принципе, можно сочетать и с фотодинамической терапией, тоже усиливать потенциал собственных клеток. Поэтому основные рекомендации это вот, то есть держать организм под контролем и, если нужно, усиливать воздействие процедуры. Ну и самое главное, беречь себя, свое здоровье, собственно, следить, пользоваться хорошей уходовой косметикой, немаловажно, да? Ну то есть в целом хочешь быть красивой, заботься о себе в комплексе, да? Ну и если мы еще расскажем про то, что повторная процедура, это около через год, либо 1,5 года. Да, в среднем год-полтора, но, как бы, учитывая все возможности аппарата, вы можете проводить процедуру MPT-тонинг, да, которая проводится на поверхностных насадках с нанесением на кожу бустера с гиалуроновой кислотой, с глутатионом, с аминокислотами. То есть это дополнительная такая биоревитализация за счет аппарата без реабилитации. Ее, в принципе, можно повторять вот и через месяц после процедуры, курсом ее делать раз в 3 месяца. Но основной протокол, да, он в среднем через год проводится. Спасибо большое, мы благодарим вас за, наверное, мою красоту в будущем, которую я уже через пару месяцев эффект. Ну а в целом, конечно, работа у вас уникальная. Мне кажется, быть косметологом сегодня это так интересно, так необычно. Ну и, собственно, наверное, благодарность ваших клиентов – это главный показатель тому, что вы не зря в этой профессии. Спасибо вам. Спасибо. Испытано на себе. Вот таким был наш выпуск сегодня. Мы благодарим оздоровительный центр Канти за оказанные услуги. Ну а вам, дорогие друзья, напоминаем, что наше здоровье в наших руках. И если у вас есть возможность и время, обязательно посетите оздоровительный центр Канти, где опытные профессионалы помогут вам стать моложе, стать здоровее и краше. До новых встреч, увидимся, всего доброго.